Всем доброго утра. Доброе утро. Доброе утро, Серега. Доброе. Доброе утро. 23 февраля. С праздником, дорогие Всех с товарищи. праздником. С праздником всех. Мужиков. Всех Да. причастных. С Да, праздником. женщины тоже, между прочим, военные. Ну да. Так С что Днем Защитника Отечества. Женщины тоже защищают. Так что, дорогие женщины, вас тоже с праздником 23 февраля. всех причастных, которые... Ага, красивых причесок вам, здоровья, любви огромаднейшей. Ну, вчера мы так и не дождались 12 часов, чтобы поздравить. Где-то легли в Приблизительно. 11, да. 16 стали, минут думаю. 12. Точно Ночь время. была холодная. Серега вставал, подтапливал, да? Или кто? Подтапливали, да, и я вставал, и Григорий вставал. Вот. Время, как мы видим, вот уже светает, начало светать. Сколько времени? Да, Наверное, идет где-то, рассвет наверное, чародей. 7 час. 5:55. Уже начинает светать. Ну, С каждым днем все раньше и раньше. Да. Неделю, Пятерки. неделю назад даже было еще темно в это время, а Да, уже светает. Вот. Я бы еще, если честно, поспал. Мужики встали, говорят, Мы надо тебе- завтрак, мы туда-сюда. тебе разрешаем. Ну не, да, сейчас все. Позавтракаем и на речку. Завтрак у нас продуктов вот еще целый ящик. На печке греются макароны с мясом, там колбаска, картошечка вчерашняя еще. В общем, можно жить неделю, как минимум здесь. Продуктов километр вот еще на столе всего. Это не спиртное, это не это. Не, это закрой крышку, это эликсир. разольется, да. Зубной эликсир. Иван Григорьевича, кстати, ни один зуб еще не болит. 76 лет, все зубы свои. Да? А нет, 3 зуба нету. 3 зубов. У меня, наверное, зубов 8 Вот. уже нет. Вот в детстве пиво открывал. Вот этим зубом выскочил. Все. А эти так, 2 как-то. Вот. А секрет в том, что он полоскает каждое утро вот Ну, эликсиром. зубной эликсир. Так, ну, так чищу просто благодаря сестре. Сестра воспитателем была и приучила, мятный был зубной порошок. Я его так не любил. Но она вот берет за шею и сама щеткой. Вот так ты должен делать, вот так ты должен делать. Ну и приучила, и вот мы с детства чистили. Ну, может и это и сохранилось. Ну, и Каждое хорошо. утро привык, я уже не могу, вот дома, ну, пасту не беру, а это... А я вот не знаю, заметил тоже, у южных людей все-таки родом с юга, которые все-таки зубы лучше, чем у северных. У северных людей почему-то зубы рано высыпают. У меня отец без зубы стал, наверное, лет 60, наверное, уже вообще своего ни одного зуба не было. Ну, может, там, видишь, там все-таки фрукты какие Да-да-да, витамины, пацанами это всё. как говорится, начиная, с мая месяца, вишни, черешни пошли. Горилка. Да, и горелка, самогон, вино, свое домашнее. Ага. А горилка, так, ну да, я помню, я в 7 класс ходил, и на Рождество первый раз отец посадил нас всех, ну, этот Вася на 2 года моложе, Сеня вообще на 7 лет моложе, пацан вот такой, вот так наливает стаканчик, мне так, Васе так, тому капнул. Все, ну что, мужики, с Рождеством Христовым. Чокнулись, мать. Так, приучай, потом будешь их искать. Сколько лет было? Ну, я в 7 класс А, ходил. 7, это Ну, 14 где-то лет. 14 лет. Все, я это тюкнул. Все, тут холодец, там же жратвы. Все, закусил. Книжки под мышку. Я не ходил с сумкой, а так, книжки беру под мышку. Что, через огород и школа. И в школу. И сидел на передней партии, потому что очень был такой, то, пером, тогда же макали в чернильницу писать, а спереди девка сидит, я под парту там пером тыкаю и пишу. Думаешь, что ее комар укусил. Меня пересадили сзади на парт. Я говорю, ну и что теперь, учительница, что ли?
Ужас. И что, потом услышали, как- перегар услышали? Ну да, и ходит Мария Васильевна. И это, ну чё, Рождество справили, и все, на меня смотрит, Рождество справили. А мне что-то смешно, блин, я там хихикаю, блин. Потом думаю, ну, блин, будь серьезный. А то же, блин, сейчас только смотрю в окно, о, уже мама или, ну, в основном мать, уже идет через по тропке сюда в школу, уже вызывают директору. Ну что, отчитали. Я разбил вот это, написано, средняя политехническая школа, тут голуби летают, я взял, снежок первый выпал, и такой срочно, знаешь, мы давай снежки играть, тут голуби сели, я, блин, в голубей бамс, и это стекло, все нафиг, елки-палки. И у меня двоюродный брат, это все, я, ну, короче, стекло принес, краску, там красная, темная краска. Он это все написал в обратную сторону. И мне говорит, вот это перо заточил, такой, знаешь, есть это, ну, как фломастер, вот такой плоское. Он срезал одну сторону, сделал острие и говорит, вот аккуратно, вот за этой черточки не выходи, вот это все краску снимай. Я это все снимал неделю, наверное, каждый день, блин, понемногу. Потом снял все. Все снял. Он потом герб нарисовал. Короче, ну, пятачок нарисовал герб. А потом это все серебрянкой закрасил. Перевернули. Вот, среднеполитическое. Ну, все тот же размер, все. Вот у меня был брат очень такой, блин, нормально. Он сверхсрочник был, в Порт-Артуре служил. Вот. Потом приехал уже, когда, блин. Вот. Ну, Ну, пока мы вот. слушаем историю, так сказать, моменты истории. Завтрак уже подогрелся. Вот такая вот сегодня вкусняшечка, макароны. Да, такие С макарончики, колбаской. такие вкусные, похожие на короеду. Да, с собой надо несколько штук Ну, взять. рыбаки, да что, они к чему привыкнут, то и кушают. Сейчас еще суп. Зайдет. Картошечка, да. Ну так, Так что опять будем устраивать праздник живота. И тем временем уже почти все расцвело. И будем, да, температура у нас 24 24. градуса. как было предсказано. Да, все хорошо. Ну, ничего, 24. Такой короткой рыбалки у нас еще не было, да, чтобы с одной ночевкой. Обычно приезжаем в такую даль надолго, но сегодня праздник у ребят. Сегодня будет. Будут танцы, пойдем на дискотеку. Сегодня, наверное, баня, да? Сегодня будет После. баня. Да. И после баньки. После баньки. отдохнуть. А после баньки отдых. Так что планы на сегодня мы уже составили. До Сколько там, встречи. сколько запланировано? льду. 15 крупных Вот призов. Что-то 15 20. 20? А как 20 на троих делить? 21 тогда. А один уже есть. 20 правильно. Ну, хорошо, согласен. Все, планы составлены. До встречи на льду. Да, пока-пока.
Ну вот, друзья мои, на реке. И несмотря на солнце, вот такое вот яркое, можно сказать, весеннее солнце, которое, если так вот посмотреть, говорит о том, что как же сейчас тепло, уютно, хорошо. Нет, вот. Градусник у нас показывает минус 22 градуса где-то. Было 24 с утра, сейчас вот минус 22 градуса. Так что это все обманчиво. Приехали на то же место, где вчера поклевало немножко. Григорий сразу ринулся в бой, пошел бурить. Сейчас скроем старые лунки, если глубоко не замерзло, и будем пробовать. Что, Иван, замерзло? Сейчас я сделаю. О, лед трещит. Вода садится, надо. Первая поклевка Ивана Григорьевича. Утренняя. Да, был, блин. Мы пока разбираемся со сломанными бурами. Отломался полностью барашек. Иван Григорьевич тем временем только делает утреннюю гимнастику. Руки вверх, руки вниз. Руки вверх, руки вниз. Григорьевич может. Поймал лед. Молодец, хоть что-то поймал. Это нимфа, блин. Нимфа сейчас, да, сейчас углы. Нимфу синьку поставил туда? Нет. Ту, красный. Сейчас она будет цепляться. Лунки надо наискосок бурить, вниз по течению. Так, ладно. Не дождались поклевки. Будем буриться. Ну вот, друзья, и первый хариус, вернее джиганчик. И сегодня у нас опять первый обрыбился Иван Григорьевич. С почином, Иван. Благодарствую, вам того же. Начало есть, продолжение будет, да? Да я. Он хоть не крупный, но многообещающий, правильно? Да, раз клюнул, значит, Значит, что-то... надежда есть. Значит, есть рыба в этой луже. Так, а у нас пока без поклевок. Бурим старые лунки. Но там я вчера заметил, что где прошел Серега, одно место не обурено. Такое метров, наверное, на 70-80 участочек такой. Обычно там тоже бывали харюза. Так что сейчас скрою старые лунки до того места. И где-то 7-8 лунок сделаю новых. На том месте, где, предполагаю, возможно, присутствует хариус. И довольно-таки не мелкий, потому что, судя по прошлым годам, вот как где-то половил хорошо, почему-то все время тянет на то место. Хотя год на год не приходится, но как бы то ни было. Ну, обычно такие места не пропускаешь. Так что долго не задерживайся на одном месте, потому что, как я понимаю, если рыба есть, она берет. Пошли бурить. Бурита. Ой, но это Васек. И Васька, пока он не замерз, Иван Григорьевич, Я его даже рукой не беру, чтобы не... не заморозить. Да, чтобы не, как говорится, не спалить. Давай. Иди, живи. Пошел. Только хвостик не макни. Ну, вот это чуть покрупнее. Ну, это уже, Этот первый, тем более. да, первенец. Мне один знакомый сказал, если с одним можно скушать одну картошку, берем. Да? Понятно. Все-таки хариус это самая вкусная рыба по вкусу, а запах просто... Вот я буквально дотронулся, уже запах, аромат идет вокруг лунки, в руках и вообще. Все-таки самая лучшая рыба это хариус, что не говори. Пошли бурить. Так, минут 40, наверное, около часа потраченного времени. Проверил, обурил, как я думал, перспективный участок, уловистый, как он раньше себя показывал. Там вот за поворотом ни одной поклевки. Иван Григорьевич тем временем время дара не терял. К этому малышу еще прибавился вот такой вот сковородничек, середнячок. Серега, как у тебя дела? Пока никак. Еще сход, да, был, говоришь, Иван? Я так думаю, здесь время смысла нет терять. Надо ехать дальше. Ну да, сейчас я вон этого надо уговорить. Ну хорошо, давай уговаривай.
Уговоришь, Я потом вон поедем там дальше. Продолбил, вон лунку продолбил. Попробуй там на той. Вон. Свежая лунка. Ура, ура, ура. Вот и я поймал своего красавчика. Кабанчик. Кабанчик. Вот такой вот кабанчик, Енцикадан. Вот такой вот. Вот такой вот. Смотри, Иван, какой. Красивый. И Иван поймал тоже одного хариуса. И вот Серега обрыбился, наконец-то хариуса поймал. Кто? Серега? Вот. Васек. А, Васек? Ну такой. Ну, Для запаха все равно. нормально. Короче, все прирыбки, новое место дало вот таких вот прекрасных хариусов. Главное, играл, не взял, а пошел буриться, смотрю, у меня удочка клюет. Тын-тын-тын-тын-тын, подбежал. И вот он, вот этот Енцикадан. Вот такая вот красота, Енцикадан. Тык-тык. Это тоже клевал еле. Тык-тык-тык. Потом раз потянул. Я подбежал, не стал. Обычно беру удочку, начинает, а тут сразу подсек и нормально. За нимфу взял, не за блесну, а за нимфу тюкал. Ладно. Пусть пока постоит. Пойдем дальше буриться. Начало есть, уже хорошо. Ну вот, наконец-то и второй. Пробурил уже около, наверное, чтобы не соврать, лунок. Вот опять красота. Я, блин, пойду вперед на. Енцикадан, Иван, Енцикадан. Вот тебе Енцикадан. Я буду идти впереди, и у меня будет Енцикадан. А ты-то все ёпа мать, да ёпа мать. Да, а то ёб твою мать. Иван ругается. А сам поймал уже пяток, наверное, да? Ну так да, у меня там каждой лунки. Вот. Так что потихоньку, очень потихоньку, но дело продвигается вперед. Это получается, лунок сегодня пробурили уже, чтобы без малого 50 как минимум. Клев вялый или столько его есть, не знаю. Вот сразу покрылся льдом. Вот такой средненький. Нормальный хариус. Бурим дальше. По 2 хариуса с лунки еще не было. Не было. Кстати. Поодиночке. Чисто поодиночке. Ну-ка, продолжение будет, нет? Нет, плотности нету. Когда активный клев, бывает и по 5, и по 10, и как-то 18 харюзов с одной лунки. Как-то 28 даже было харюзов с одной лунки, помню. Они как был строй, только подвигаются друг за дружкой. А сейчас вот единственный вчера вот 5 штук с одной лунки выдернул, а так все поодиночке. Все поодиночке. Еле-еле душа в теле. Ладно, пошли дальше буриться. Так, с утра мы уже довольно далеко таки протопали, пробурились, вернулся за ураганом. И как бы поклевки здесь были, смотрю, 3 харюза у Ивана Григорьевича лежали, моих 2, один там еще, одного Серега выдернул. Вот он наш небольшой улов, конечно, порадовал. Вот этот красавец. И прежде чем завести, прогреть и подъехать к нашим лункам, я все-таки решил достать камеру Калипсо и пройтись по лункам, посмотреть подводный мир, как бы, во-первых, убедиться, если нет там рыбы. Если есть, то будем пробовать ловить здесь, далеко не ехать. Если здесь рыбы нет, то здесь делать нечего. И поедем дальше. Не знаю, как будет видимость. Сейчас посмотрим. Так, включилась. А во льду что-то она у меня. Так, ну и давайте смотреть вместе. Включаем запись. Поехали смотреть.
Так, как мы видим, дно каменистое. Место как бы харюзовое. Течение все есть. Но хариуса не видать. Хариуса не видать, но это не факт, потому что сейчас вот монтировал видео с прошлой рыбалки. Также смотрел. Говорил, что никого нет. А внимательные зрители заметили, что там проплыло 3 или 4 хариуса. Указали, где они проплыли, на какой минуте, на какой секунде. Зашел, внимательно пересмотрел и обнаружил то, что действительно там они проплыли. А здесь в мониторе я ничегошеньки не заметил. Так что не факт. Пока хариус близко к камере не подойдет, его можно и не заметить. Так, ну здесь пока никого нет, по крайней мере, поблизости. Хотя место интересное. Как бы вообще вот на таких поворотиках хариус любит держаться. А что-то его на этот раз не так-то и много. Так. Вон какие булыжники. По идее, камера должна привлекать хариуса. Ну, видать, она пугает. Пока. Вот когда весной у него будет активный жор, мне кажется, она сама будет подходить к камере. Еще пяток лунок посмотрю и все. Если хариус есть, он бы и здесь был. По крайней мере, пяточек мы здесь поймали. 3 Иван Григорьевич. Я парочку вытащил. У нас еще один там есть. 6 получается. Серега одного. Ну, потихоньку. С десяток-то, наверное, выдергаем, я так думаю. За целый день. Но здесь никогошеньки. Никого. Ладно, еще с вами одну луночку вот эту посмотрю. 3 минуты уже смотрим. Я думаю, пустой подводный мир смотреть неинтересно. Ни вам, ни мне. Так что я вам показал, какое место здесь нормально. Вот камушки, как бы течение, все есть. Нет только хариуса. Как ни странно. Ладно. Выключаем. Выключаем. Сами еще немножко посмотрим. Может быть, кого-то да заметим. Лунки. Лунок 5 еще до поворота посмотрю. И все. Пойду за буксировщиком, подъеду. Нету, друзья, нету ничего. Так что GoPro тоже выключаем. Ну вот, друзья, очередное доказательство того, что подводная камера по большому счету ничего не решает и ничего не определяет. Вот только что прошелся по лункам, не видел ни одной души. Все было пусто, камни. Думаю, дай-ка пройдусь удочкой. Взял удочку, начал проходить по лункам, буквально 1-2 заброса. И вот такой вот красавец-харюзец просто бабахнул. Он не взял на этот раз. На этот раз он просто бабахнул. Один удар и все сразу. Сейчас у меня другая удочка, вот такая божья коровка от Василия Чупина, вот такая вот. И сверху нимфа. И он просто
Не как-нибудь так, тюк-тюк, как вот это с утра было. Просто только закинул, бам! Получается, если рядом в зоне видимости хариус есть, то он хапает. Но до этого мы утром уже прошли эти лунки. Так что можно делать выводы такие, что по старым лункам ходить как бы рекомендуется все-таки иногда. Вполне возможно, он такого красавца хариуса выдернул. Так что если лунки готовые, не ленитесь лишний раз пройти. Я уже завел буксировщик, вот он греется, думаю, дай-ка пройдусь по лункам. И как мы видим, не зря. Не зря, вот еще, оп, оп, вот, сход, друзья, сход. Не бросил камеру, держал, хотел одной рукой на вытянутой руке. И сход, обидный, досадный сход. Где-то по весу примерно такой же был, как этот. Вот так вот, еще один подошел. Но, к сожалению, сход. Слабо взял, слабо зацепился. Не знаю, за нимфу или за мушку. Сейчас посмотрим. Или за блесну, ой, за мормышку, то есть. Но я его поднимал уже, он в лунке. Здесь где-то чуть-чуть бы еще сантиметров 10 поднялся повыше. Я бы, конечно, походу брал на нимфу. А на нимфе у нас крючок поменьше. Может и на мормышку, кто знает. Но поклевка была. И был досадный сход. Чуть-чуть бы выше было. Но видите, у меня в одной руке камера была. Она была не на голове, а в руке. Еще бы чуть-чуть выше поднялся, и была бы рука свободная, я бы, конечно, нырнул. И, возможно, так как лед толстый, достал бы ее, потому что вода уж поднималась. Но я думаю, вы сами все видели. Так что по старым лункам очень даже можно ходить, чтобы не буриться лишний раз. Хариус, получается, гуляет. Не стоит, а гуляет, и очень-очень быстро даже. Потому что мы вот только прошлись. И вот он тут как тут. Получается, как минимум 2 штуки здесь было их. Так. Ну, если он здесь укололся, он к вечеру отойдет. К вечеру можно будет опять эти луночки проверить. Так, ну а пока все, буксировщик у меня прогрелся. Буквально по 2-3 заброса еще вот эти 5 лунок сделаю, проверю. И поедем на новые места. Река в этом месте пока еще не обурена. Сами видели, дорогу протоптал, минуя завал, минуя перекат. 2 часа вчера протаптывал. Но если сейчас народ увидит то, что дорога есть, конечно же, на эти места поедут и будут ловить. Не знаю, приеду я ли еще на эту речку. Хотелось бы, конечно, еще разик хотя бы приехать на подольше, дня на 3-4. Посмотрим. Будет день, будет пища. Не. Здесь нету. Но один остался здесь. Не знаю, уйдет, не уйдет. Если не уйдет, вечерком. О, нимфа. Опарыш слетел с нимфы. Ладно. Кто-то мне писал, что на нимфу не надо ничего подсаживать. Ну, я как бы на всякий случай маленького опарика туда цепляю. Я так думаю, хуже не будет. Пока тихо. Ну ладно, поехали. Догонять там ребята, наверное, уже оббурили все. Ну что, друзья, не клевало, совсем перестало. На очередном месте. Глубина есть. Думаю, ничего не клюет. Достал камеру Калипсо, посмотрел, коряжник просто. Весь лес, такое ощущение, что лежит на дне. Видать, в корягах хариус нет. А так, сколько? Вот, не знаю. До 19 крупных штук еще штук 15 поймать надо. А так с десяток, как вчера, мы уже поймали. Время обеда.
короткий перекус, пообедаем и поедем, вернее, на новые места. Ну, Сколько успеем, столько проверим, да, Иван? сало. Наливай. Сало. Хорошо. Хорошо. Наливай. Ох, блин. А мороз давит целый день. С Григорьевичем не соскучишься. Солнышко светит и мороз. Я не понимаю. Мороз и солнце, Да, день чудесный. день прекрасный, день чудесный. Да. Ну что ж ты дремлешь, друг прелестный? Пора, красавица, Пора, проснись. ложись. Пора клевать. Проснись. Пора, красавица, ложись, да? Открой замкнутым небом взоры. Ну дай бог. Навстречу северной авроре. Звездой севера явись. О, как вспомнил. Все, зачет. Будем. Зачет. Дай бог. Хорошо. Лучше и быть не может. Прошу, сальцо. Можно сало с яйцом. Можно яйцо с салом. Да, можно яйцо с салом. Еще будет. Ха-ха-ха. Есть поклевка на новом месте. На новом месте. Да. Ну я не понял, наверное, такой же мелкий, как у тебя. Он так крупный он. Ты Васька отпустил, потом еще клевала? А? После этого жигана? Да. Не. Вот у меня сейчас 2 раза тюкнуло и все. Не клевый сегодня день, Иван, не клевый. Вот с утра вот немного поклевало и все. Вот сейчас же показалось, что-то было идет. Если бы он хотел, он же бы взял. Если бы его было в достатке, он бы брал. Если бы он всегда хорошо брал, этой рыбы уже здесь бы не было. Так что Ну да, ну вот дело в том, что вот попадешь на него, он берет. а чтобы попасть, надо каждый день ездить. Когда-нибудь да повезет. Ну, хотя бы, Хотя бы раз в неделю. да. Так что через неделю придется еще приехать. Так, друзья, одеваем камеру на голову. Там была поклевка. Оставил Иван Григорьевичу, вернулся сюда. Был один сход, потом одного поймал вот такого. И после этого сразу же второй сход. Это говорит, что пора одевать камеру на голову. Может быть, что-нибудь получится заснять. Если тут еще что-то осталось. 2 схода было. Это уже за счастье. При всем бесклеве, то что целый день продолжается. Даже когда сошел, блин, и то уже радость. А сходит из-за того, что у меня двойной крючок, блесенка и нимфа. И оно, получается, цепляется об лед, нимфа. О, опа, опять сход. Опять сход. Так, О. тут никого нет. Тут нет, дорогой, никого. Идем вот. Там было? И почему? Там поклевка была? Так, а не клюет, видишь. А может этот и ушел сюда. Может быть... А, трава. Трава. Я думал, поклевка. Это трава. Ну как, Григорьевич, по катушке? А? Как по катушке? Ничего, нормально. Нормально? Ну просто уже немножко это О, смотри, мороз. вся шея открыта. Видишь? Мы прячем, да? У него вся шея открыта. Ну так а чё? Так сюда же не дует в шею. Мне борода тут закрывает шею. В общем, покатались, побурили, половили. 3, наверное, или 4, если не 5 даже новых мест.
бесполезно. Время уже 4-то точно есть. 16:11. Время 16:11. И осталось рыбачить максимум где-то 15-20 минут. И надо будет выдвигаться в сторону избы, в сторону дома. Все, на сегодня хватит. Вернулись опять на то место, где поймали сегодня с утра крупного хариуса. Одного, второго, третьего. Так. Время 35 минут. Еще сход. Да что такое? 2 схода подряд. 35 минут 5-го. Оббурили все старые лунки, проверяем. Подходим уже к концу. Ни одной поклевки не было. И сразу 2 досадных схода. Или один и тот же. Или их 2 здесь было. Но оба сошли. Один за них убрал. Они даже украли опарыша моего с блесны. Один за блесну, походу. Или один и тот же. Или хапал 2 раза подряд. В смысле, или 2 их было, или один и тот же 2 раза хапал. Камера на морозе уже не выдерживает. Минус 23 градуса уже. Холодает на глазах. Так что буквально еще 10 минут. Стемнеет и валим. Я бы уже поехал. Просто Григорьевича сейчас после поклевок не оторвать от той лунки. Говорит, ладно бы, если никто не клюнул, я бы, говорит, ушел. Но он же, говорит, клюнул 2 раза. Так, ладненько. Спрячу опять камеру за пазуху, потому что она на морозе совсем не хочет работать. Оставим немножко на подведение итогов. Время без 15:05. Вот какая вот красота. Наступает полумесяц. Новая луна. Из-за этого не клюет. Иван Григорьевич, поехали домой. Поехали, все. Поехали. Готов. Я готов. Готов? Всегда готов. Как настроение? Отличные. Как рыбалка? Доволен? Доволен ли ты? Очень доволен. Смотри, клюет вот. Тут у меня 2 схода было сейчас вот буквально. Не знаю. О, да? О, давай, вытаскивай напоследок и поехали. Вот ты, блин, ну что за хариус, блин, вредный. Мелкий, наверное. Наверное. Он такой, сантиметров 20, наверное, такой по весу был примерно. Небольшой. Ну, может, чуть покрупнее. Рука не устала, Серег? Нет, я Плечо. сегодня ночью буду спать, и оно у меня так вот будет во сне двигаться. Ты сегодня будешь бурить, да? И бурить буду, и да, все. Ты сегодня будешь в теплые лунки буриться. Хватит холодные лунки бурить. Да. Ладно, друзья, поехали мы к теплым лункам. Сейчас сначала посмотрим, сколько мы сегодня поймали. И потом уже приедем в избу и раскидаем все это на троих и посмотрим. По жарехе будет это по-любому. Время почти 5, без 5, можно так сказать. Наконец-то Иван Григорьевича удалось оторвать от лунок. Серега тоже идет. Вот, подводим итоги. Как и вчера, 10 штук. 2, можно сказать, хороших хариуса. 1, 2, 3 средненьких и 5 вот таких вот небольших хариусков. 10 штук. 10 вчера, 10 сегодня. 20 штук. Неплохо. Нормально. На жареху каждому будет это точно. Все, а теперь точно погнали. Вон. До 5 часов можно уже рыбачить. Это 23 февраля. Всех с праздником, всех причастных. Ну вот и самый приятный момент. Это дележка рыбы. Коми-нефть повернулся лицом, лицом к стене. Серега будет показывать. А Иван Григорьевич будет говорить. На, возьми вицу и показывай, какая куча кому.
Так это чья? Это моя. Это чья? Это Генкина. Все понятно. Средняя, значит, у Сереги. Я не знаю, какая. Эта кучка тебе стала. Это первая. Первая, да. Это Серегина, это моя. Примерно все одинаково. Так что на жареху 100% есть на сковородке, еще и малосолка будет. Обязательно, да беспременно. Без рыбы домой не уехали. Нет, конечно, что. Все хорошо. Мы же хотели за один день еще и много рыб. Все, теперь собираемся, шматье и выдвигаемся до дому. Ну, в принципе, и все, что. Даже есть шаблон. На, Серег, посвети мне на мое лицо, пару слов скажу и все. В общем, короткие сборы, едем домой. Рыбалка закончилась. На этот раз она была короткая, с одной ночевкой всего. Ну, ничего страшного. Скоро, сегодня праздник, отметим праздник. 27-е сходим на прием. Ну, а где-то Третьего. в начале марта, как минимум, как максимум, в конце февраля, как минимум, мы будем уже на рыбалке. Так что до новых встреч на канале Хомий Рыбак. Также не забывайте про канал на Дзене. Заходите на канал Сереги Родники и на канал Ивана Григорьевича. И Иван Григорьевич тоже уже снимает. Где-то, наверное, у него скрытый канал есть, да, Иван? Нет. Нету, только для домашнего архива все. Я просто показываю Жене. Как-то вот так. До новых встреч. Увидимся.